Так, привет, лодка. Вот не ожидал, что сегодня придется тебя использовать. Сегодня ночью дождь был. Сейчас мы тебя отольем, выльем. Ну, поехали. Ну что, поехали за уткой. Сейчас я поплыву с другого берега, чтобы нырковая она, если в траву не полезет, мимо дяди Валеры проплыла. Летает, блин, я ее поздно увидел. Улетела. Так я близко, я ее продевал, надо было сказать, там 30 метров осталось. Ну, нет и нет. Улетела. Редиска. Блин. Собственно говоря, если бы я увидел, я бы стрельнул. Ну, нет так нет. Ну что, покаталась и хватит. Пошли на берег. Так, от воды оторвать надо. Ага. Первая мешанина. Ну, все, сейчас мы ее спилим. Слушай, по этой утке я когда-то мерял в молодости от старого причала до этого аппендикса 75 метров я когда-то мерял. Он метров 10 ближе сюда, то есть метров 60 было до утки. Я когда-то на другом озере за 60 метров стрелял. Одна дробинка ему в голову попала, и у меня утка осталась. А тут просто интересно стало, возьмет первый номер за 60 метров или не возьмет. Хотел на видео это снять, но никак видео не мог настроить и еще и стрельнуть. Ну, стрельнул, она не взлетела, стала нырять. Думал подранок, улетела. Ну и ладно. Вполне, если бы я на старом месте сидел, на выстреле был, на хорошем. Ну, ладно. Ну, не судьба, а что сделаешь. Значит, будем заниматься хозработами. Так, похоже, свеча. Ну, год назад с ним работал, забыл, даже ключ не помню, где его. Делаем подручным материалом, открываем. Так, ну что ты? Что замостило, не видно. Свеча сырая. Ой, меня стукнуло. Искра во многих местах проскакивает, свеча пробита. Ну, и тут не повезло. Искра хаотично в разные стороны пробивает. Свеча пробитая. Ну, значит, это остается. Пойдем домой. Куда деваться? Ну, тут мне не высоко перешагнуть можно. А ту прямую дорогу придется обходить. Там крутые дуры. Ну что, бензопилу? Не пригодилось. Но мускулатуре прибавилось, конечно. Да. Если не остатки уплыли. Там автотренингом, там всякой херней, там эти, как их там называют, гири поднимают. Нафиг гири, блин, а? На охоту нафиг. Калориев потратят выше головы.
А мускулатура будет. О, нифига тебе. Тоже не слабо. Ну, не зря сходили, поразбахнули в сторону утки. Ну, я готова. Как пенсионеру я стал оглядываться, ничего не забыл. Ну, по крайней мере, мотор на месте. Как-то привыкаешь, что они хорошо работают. Блин, что я не посмотрел, когда отправлялся в поход. Работает, не работает. Свеча из строя вышла. Купить можно было там 5 минут сбегать. Ладно, бывает. Зато сколько мышц накачал, таская эту дуру. Плюсы этого похода какие, знаешь? Ну, мой плюс единственный, ножик свой нашел. Ну это супер плюс, ты чё? Ну, что здоровье приобрели, не будем вспоминать. Или как само собой подразумевающиеся. Ну, накачались мышцы. Это у нас единственное, что остается. Бензопила накрылась медным тазом. Это о чем говорит? Половина работы коту под хвост. Если не больше. Дрова заготовить. Эти самые дороги распилить, блин, от ветровала. Там столько время бы ушло бы. А тут свобода. Дичи мы рукой махнули. Вывод какой? Охота это... Будем считать, что охота это спортивное мероприятие. Фитнес. Не знаю, как фитнес переводится на русский. Что это такое, с чем его едят. Но к этому фитнесу у нас еще кислород, блин, свой. А спорт – мир. Будем в этот спортивный мир и погружаться. Мышцы качать, кислородом дышать. Видя спортивное мероприятие, можно к краю избушки сходить, посмотреть, брусника растет, нет. А то и там литр второй пособирать. С молоком хорошо, между прочим, идет. О, Я прошлогоднюю пожампу молоко добавляю, кефирный. Только так идет с кашей вместе. во. Ну, далеко ходить и много собирать. Лично у меня терпения вряд ли хватит, а так поблизости, если что-то найдется. Ну, если наш поход охотничий превратился в спортивный фитнес-поход, то ходить за водой тоже спорт. А спорт мир. Ну, у нас чисто спортивное мероприятие. Да. Прогуляться, посмотреть бруснику. Валерий Батько здесь, а я здесь. Все дело в том, что Лариса Батьковна случайно узнала мимоходом, что в Ухте литр брусники 400 рублей, громадные деньги, по нашим понятиям, по крайней мере. И рассказала Олегу Батьковичу, надо бруснику послать. Пускай витаминизируется перед зимой. Ну, хотя бы посмотрим, есть она или нету. Поход. То есть занимаемся спортом, фитнесом. У Валерия Батьковича задача около избушки посмотреть поблизости, ну и подальше. Есть брусники или нет. Достаточно четко на мху лосиные следы обозначились. Причем эти следы как-то в разнобой наступал. То бишь их тут несколько штук пробежало. Ну, пробежали и побежали. Надеюсь, озабоченный самец, который сейчас в гоне должен быть, на меня не наскочит. У него мозги сейчас в тестостероне. Гормоны преобладают над разумом. Ну, по кочкам пошла ягода. Как? Сейчас определим ее вкус. Красота. Класс. Фитнес, где еще ягоды, в смысле витамины попадают.
Прекрасно. Вообще-то вот такие... В общем-то, когда хорошие года, тут усыпано. Сейчас пройдем дальше, посмотрим. Вообще-то, местами нормально. Бывает и больше. Ягоды не очень много. Местами, правда, есть. Класс. Местами тоже очень даже ничего. Крупняк ягода. Подозреваю, что сюда Ларису Батьковну пустить мешок. Шестик мод. В смысле, отдыхающий соберет. Есть ягода, есть. Не, ладно. Будем считать не очень много. Ладно, согласен. Где ягода всегда растет, там есть ягода, есть. Нормально. Ух ты. Скоро стемнеет. Там еще брусничное место есть, но все, время кончилось. Все. Полный газ. В смысле, избушку. Местами очень даже неплохая ягода есть. Не везде, но местами очень неплохая. Лишь бы не лень было собирать. Пожалуй, переборщил со временем. Уже приличные сумерки. Блин, в темноту бы не попасть. Фонарик не взял, а темнота. Хрен, глаза выколи, ничего не увидишь. Так что 25-ю скорость, если силы хватит, шуруем. Ура! В сумерках успел добежать до избушки. Главное все вовремя сделать. Это я успел. Ну, Валерий Батькович, делись, какие ягоды все видел. В общем, я тут ходил за болотом. Ага. Ну, ягодки в рот несколько попало. На отдельных кочках отдельные ягодки растут. Я, в принципе, что пошел, на кочках есть ягода, на кочках есть ягода. Я так пробовал. А потом там, если помнишь, дорога раздваивается, Да. и с правой стороны там такое замечательное место. Я желудок набил по полной программе. Я еще хотел на брусничный мыс выйти, там часто бруснику собирали, но посмотрел, время поджимать начало. Сумерки начались. Ну, колка дров тоже спортивное мероприятие. Я дофига огурцов привез. Так как в связи с тем, что бензопила не работает, резко количество дней сократилось у нас в работе, будем каждый день салат кушать. Витамины. Супер витамины. Правда, тут больше витаминов черника, брусника, А, да, сегодня клюква. капитально наелся. Ну, огурцы тоже еда. Пойдет. Ленин сказал, что советская власть плюс электрификация всей страны. У меня почти коммунизм. Электрификация избушки полностью сделана. Туалеты в темноте ходим. Нечего по ночам бегать.